говорил, будем ли мы изучать историю Казанского ханства, Крымского, Астраханского, да, прочих ханств, да, по-золотоордынских и самой Золотой Орды, после Золотой Орды, без понимания истории ногайского народа нельзя сделать правильное мнение, да, составить об истории этих государств. Потому что на всем постзолотоордынском пространстве можно сказать, что ногаи, да, задавали тон. Это и клан мангитов, который, да, правящий клан, и подвластные им. Все те племена, да, которые составили основу башкирского народа, да, например, они имеют свои названия, такие как Бурзян, Тангалу, Гусерган, да, а названия племен ногайских, они несколько иные, да, это Найман, Конград, Сажиут, Катаган, Дурмен и так далее. Какие-то, да, совпадут, какие-то не совпадут. Причину, опять-таки, Вадим Венцович Рыбалов объясняет тем, что те, которые непосредственно попали в орбиту Золотой Орды, они сменили свои прежние имена на имена завоевателей тех, да, или которые пришли, то есть их командиров. Если, например, командир был Найман, то, соответственно, те, кто подчинялся ему, становились Найманами. Таким образом, наша родоплеменная структура, она в большей степени, чем с башкирами, будет совпадать с казахами, каракалпаками, калмыками, да, а вот Юлдаш Мухамедович Юсупов не даст соврать, генетика в большей степени совпадает с башкирами. Вот. Это вот начальный этап, да, формирования ногайского народа, Ногайская Орда. На самом деле не только в Ногайской Орде ногайцы проживали также и в Большой Орде. Да, это та самая, откуда Улуг Мухаммед вышел, да, и Казань завоевал впоследствии, да, хан Ахмат, стояние на Угре. Это и Крымское ханство, да, Крымский юрт, там конкретно потомки Мансура бин Эдиге основали Мансурульское такое объединение. Это и Астраханское ханство, которое было осколком Ногайской Орды. Ну и Башкирия, на самом деле, она на тот период входила под, ну, как некое автономное, да, образование в состав Ногайской Орды, как сказать, можно сказать, наместничество, да, можно сказать, что вассальные государства. Политически, таким образом, это немного распространялся шире, чем потом впоследствии, да, сузился, стал этнический. Но, естественно, да, вот это золотоордынское наследие, к сожалению, не смогли мы за собой, так скажем, сохранить, и претерпевают Ногайскую Орду многочисленные трудности властные. Дело в том, что Беклербек Эдиге, да, который на самом деле его называют делатель королей или делатель ханов, он сажал кого хотел, снимал кого хотел, довольно-таки долго, да, он ничего умнее не придумал, как разделить между своими сыновьями уделы. В принципе, это там была сложная структура. Главный там, например, да, Би, потом Нурадин, его, то как бы правая рука, там Тайбуга, да, правого крыла войска левого крыла. Вот эта сложная структура, она распределялась между его сыновьями, а то впоследствии внуками. Это породило, вот как вот Ярослав Мудрый, когда разделил между своими сыновьями, впоследствии феодальную раздробленность и разная политическая ориентация у улусов была. Вот. То есть кто-то, например, да, ориентировался на Москву, кто-то в большей степени на Крым, кто-то решил, да, так или иначе проводить самостоятельную политику. Вот. Это все, конечно, единству не способствовало. Тем не менее, надо сказать, что довольно-таки долгое время ногайцы представляли собой весомую политическую силу в регионе, пока вот окончательно два брата родных, Юсуф и Исмаил Би, да, не вступили в конфликт. Юсуф Би, он как бы более независимую политику имел, проводил, да, а Исмаил Би более пророссийскую. И в конце концов это противостояние, Юсуф Би это отец Сюембике, ханши, да, которую замуж выдали в Казани. В конце концов, в прямом столкновении, либо интригами, да, так или иначе, власть Юсуфбия Исмаил Би подвергал сомнению и даже убили. Войска Исмаил Би убили Юсуфа. По народному преданию эпосу, именно он сам своей рукой родного брата убил, чтобы за власть, да, за трон. Вот. Такая
очень интересная коллизия, да, и раскололся ногайский народ, образовалась малая Ногайская Орда, да, и была уже теперь две половины: большая Ногайская Орда, малая Ногайская Орда. Образование ее примерно относится к 1570 годам, Вадим Юрьевич Штрипалов, но все-таки более верно относить к более раннему периоду, потому что на самом деле вот этот малый Ногай, он упоминается в атласе Перерейса, а тот был издан, это турецкий такой, турецкий атлас картографический, да, там Малый Ногай, который, да, на территории Приазовья располагался, это 1508 год, то есть значительно ранее, нежели чем та датировка, которую более устоявшуюся как бы дают. Что касается дальнейшей судьбы, да, Малый Ногай, да, он пополнялся теми племенами, которые из Большой Орды, да, как только утеряли они свой сюзерен, распалось в 1500 годам, да, они не знали, куда, как говорится, им определиться. И примкнули, в конце концов, под власть Гази бен Урака. Дальнейшая судьба, Большая Ногайская Орда, она пала во многом под ударами калмыков. Вот. И вошла, она-то и так была в российском подданстве, да, она все более и более теряла свои как бы ресурсы. Малая Ногайская Орда, она трансформировалась в Кубанскую Ногайскую Орду, которая сопротивлялась российскому владычеству очень долго, это почти до середины 18-го, конца 18 века, пока она не была разгромлена. Тем не менее, да, как таковая Кубанская Орда, вот эта, которая была последним государством Ногаев, да, она наложила очень большой отпечаток. Конкретно вот большая часть современных ногайцев, она относится к потомкам Малого Ногая. Хотя есть и потомки Большого Ногая, вот как раз юртовские Ногаи, да, и ставропольские. Тем не менее, самую большую часть, мне кажется, по соотношению именно потомки Малого Ногая составили. Это вот кратко, да, об истории сложения ногайского народа. Современное положение. На данном этапе ногайцы проживают в нескольких субъектах Российской Федерации, в особенности, да, на Северном Кавказе. Это в Карачаево-Черкесии есть Ногайский район, есть в Республике Дагестан свой Ногайский район. И на территории Чеченской Республики традиционно в Шалтовском районе проживает, на территории Ставрополя и в Астраханской области. Все мы представляем собой единый народ, да, но по регионам у нас есть некоторые определенные отличия. Я вот, например, представитель астраханских ногайцев, Карагаш Ногай, которые мы выделились из Малой Ногайской Орды, можно сказать, как военнопленные попали в 1740-х годах на территорию Астраханской области. Тем не менее, в языке, во многих моментах, да, обычаях, даже в некоторых таких, да, ментальном плане мы очень близко чувствуем кубанских ногайцев, и они к нам. Ну, теперь, пожалуй, об одежде. Можно презентацию включить? Многие скажут, что ты одел-то кавказскую одежду, что ты нам, так скажем, втираешь, да? Ну, на это у меня есть что возразить. Вот здесь вы можете видеть одежду половцев 14 век, непосредственные предки ногайцев. Ну, не только ногайцев, и башкир, и сибирских татар, и казанских татар частично, да, и казахов, и каракалпак. Вот половецкая одежда вы видите внизу. Звезда на Владимир Датек, она доктор искусствоведения как раз, да, по образцам каменной пластики половецкой, она и по археологическим находкам сделала, да, реконструкцию одежды. Если вы присмотритесь, да, за исключением газырей, все то же самое, что на мне. Вот. Здесь вы видите сверху такой элемент, как башлык, да, вот у меня сзади. Я вам снимать-то не буду, но и так видно, это очень древний элемент одежды, это скифо-сарматского круга племена уже как бы носили, да. Половецкой каменной пластики наблюдается, это, в принципе, у башкир в этнографии он наблюдается. То есть башлык носили. Башлык по-ногайски. Его либо вот так вот красиво, да, заправляли, либо надевали сверху папахи, либо вообще вот заматывали лицо, когда в набег делали, да, абрическое движение. Там взаимные набеги делали, либо отгоняли скот, чтобы скрыть свою
чтобы скрыть свою личность, да, закрывали лицо башлыком. Здесь вот тоже половецкие статуи, и снизу тоже. Можно следующий слайд? Вот для большей наглядности, да, вот та одежда, которая на мне по-ногайски, да, по-русски ее называют черкеска. Дело в том, что черкесами все население Северного Кавказа называли, как вот, в принципе, да, слово татарин, это всех тюрк практически. То же самое слово черкес, это любого кавказца, безразлично, да, вот его происхождение, использовали. И вот по-ногайски эта одежда называется щепкен. Слово щепкен, оно переводится как шерсть, да, сукно вернее. Из сукна делали, обычно из верблюжьей шерсти, выделывали ткань. Из нее делали вот этот притальный кафтан, да, который на самом деле тюркский, половецкий, по своим корням. И это также еще, как сказать, своего рода, как валюта использовался. Вот эти отрезы этого материала использовали как валюту на экспорт, да, так скажем, его распространение. Можно следующий слайд? Здесь вы видите, да, следующий элемент одежды, который, да, на мне есть, это сояулу бельбау по-ногайски. Сояулу бельбау, да, опять-таки, все говорят кавказский пояс, кавказский пояс. Ну да, это пояс кавказский на данном этапе, однако вы посмотрите на вот эту, да, статую древнетюркскую, это примерно 6 века период, это на Алтае эта статуя находится, Добжанский ее, так скажем, использует в своих работах. И я здесь привел. Следующий можно слайд? Здесь вы видите, да, откуда вообще вот эта такая форма одежды, зачем она как бы использовалась, почему, какое происхождение имеет. Сейчас то, что на мне это щепкен, да, есть еще такого же типа притальный кафтан, который по-ногайски называется каптал. Вот там вы видите его сверху. То есть это был поддоспешный, да, такой, что-то вроде ватника, да, простеганный. И его в обыденной жизни, да, носили просто, да, там, например, как вот фуфайку от холодов, да, она удобная, то есть вот, то, что на мне, например, да, по идее, сзади должен быть разрез, то, чтобы удобно было садиться на коня. Сейчас это, естественно, попроще делают, вот. И вся суть такая, да, чтобы ничто не мешало, ни за что не зацеплялся. Сам же пояс, он имел особое значение для тюрков, то, что если, например, мужчина пояс одел, это означает, что это воин, как правило, да. Чем больше вот таких, опять-таки, да, этих ремешков, сояу по-ногайски это называется, тем выше статус был, да. Соответственно, потом уже впоследствии по количеству вот этих сояу ценилась красота. Отделалось это серебром, но, естественно, это мельхиор. Да, да. Здесь вы видите одежду ногайцев 18 века. Это княжна, да, это тотай по-ногайски, представительница княжеской фамилии, и справа простой ногайец. Да. На голове эта шапка называется мурзабыр, или мурзатская шапка по-русски. У женщины тоже, вот вы видите, шубу, которая называется тон, на ногах, это агашаяк, это вот аналог японских гетто. Что интересно, высшие сословия носили такие деревянные, типа скамеечек. Видимо, из стремления рост как-то повыше сделать, или то, что это привилегированное сословие. Внутренний у нее каптал, внутренний кафтан называется каптал. На нем украшения серебряные, вот на груди. Это называется тустюме по-ногайски. Для всех групп ногайцев свойственна такая одежда. У мужчины вы видите, да, более раннего типа щепкен, без газырей, с откидными рукавами. Это вот такая более архаичная форма, которая, я думаю, еще раньше бытовала, в веке в 16 по описаниям имеется. И на боку у него шашка. Да? Шашка, она носилась лезвием кверху, чтобы ее можно было моментально извлечь и разить. Вот. То есть это, когда на лошади, например, всадник, да, шашка, она никак не болталась, она обтекала как вот круг коня, так и фигуру мужчины. Да, очень удобно было ее извлечь вот, под правую руку и рубить. Да, из коня там, например, или спуститься. Следующий можно слайд? Ага. Здесь вот такой элемент одежды, как бырк или папак. Опять-таки, ногайская поговорка есть такая: «Өзінде көркі бар, басында бөркі бар». В самом себе красота есть, на голове шапка есть. Другая поговорка:
Борка, но гайден корк, санасы, поясни, говорит, папаха, это, говорит, красивый стан, красота нагайца, его красивый стан, его достоинство. То есть, ну, нельзя было папаху просто так где-то бросать, нельзя было ее, как сказать, неуважительно относиться, нельзя было вообще без нее ходить, можно сказать, или же вообще без головного убора. Вот, факт то, что под папахой обычно носили, голову брили, и, видимо, чтобы никакая живность не заводилась, вероятно, сверху надевали топтай, да, тюбетей, и уже сверху одевали папаху. Я вот сейчас посоветовался, и оказалось то, что не только у нас это традиция общая, в общем, такая интересный момент. Папаху нагайцы, как правило, начинали носить уже обзаведясь семьей, да, и каждого аксакала можно было определить. Опять-таки был такой народ, черные клубуки, да, народ черных шапок, Рашид один упоминает, Хам и Пулях и Сиях. И другой такой народ есть, да, среднеазиатский народ, очень близко родственный Каракалпаки. Вот. У них папаха тоже это одна из самых таких достойных, как бы, да, для мужчины, как честь его, как достоинство. Здесь вот вы видите житель Кизлярского района, нагаец, да, вот как раз представитель старшего поколения, вот он на нем каптал, под поясом, поясом и на голове папаха. С поясом много таких, да, тоже таких важных тонкостей этикета было связано. Нельзя было не под поясом выходить. Когда хотели сказать про человека, что он неряха, говорили, белен бельбел булмаган, ярасында тот паган. То есть не подпоясанный и без нормального как бы воротника в рванине, когда хотели как бы пристыдить, вот так вот в неряшливости обвинить, такие вот, да, поговорки имелись. Можно дальше? Здесь вы видите опять-таки, да, башлык, это вот именно тот башлык, который в ауле Иконхан, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Вот. Например, того, который нам не стандарт, он отличался несколько чуть-чуть иным покроем. Если вы видите тоже гравюру 18 века, это добружинские румынские нагайцы. Ну, тоже того же типа самая одежда, как вы видите, это не отличалось то, что вот именно только кавказские носили, как думают, да, на самом деле все группы нагайцев примерно один и тот же тип одежды носили. Можно следующий слайд. Здесь вы видите наших астраханских карагашного лайк, да, это конкретно детали женской одежды. Здесь слева уже замужняя женщина, да, на голове у нее кундуспорг, это сделанная из бобровой шапки была такая. Другое название было мезбек, да? И тастар, это вот что-то вроде платка, да, платка. А справа вы видите незамужнюю женщину, девушку. Вот. И у нее, если бы был платок, то он был бы красный. Вот. И более, естественно, красочная одежда. Куда более. Здесь вот начало 20 века, 30-е годы, Трофимов снимал наш карагашный лайк. Тоже каптал на ней, одет тастар, вот этот, как сказать, это женский большой головной платок. Да. Да. И серебряный пояс, кусак, нагрудное украшение, то есть тюме. Есть некоторые, такая, да, явная параллель, то, что носят башкирские женщины сахал. Тоже наподобие носили у нас маниста. Не только такие красочные украшения, но и маниста тоже носили. То есть это, видимо, что-то древнее такое. Посмотрите на узор, немножко иного типа узор вот, внизу, почти на подоле. Вот. Это такой, да, ромбообразный или треугольникообразный. Я видел, что он есть и как раз и у башкир, и у некоторых других родственных народов. Можно следующий слайд? Ага. Здесь вы тоже видите, это 18 век, именно астраханские нагайцы. Тоже того же типа одежда примерно. Либо это каптал, либо это щепкен, да, но без газырей, потому что мы уже на тот момент не, как сказать, не несли такую постоянную военную службу, хотя казачью службу без жалования справляли, как бы защищали границы. Вот. И на голове вот у него, да, у одного из мужчин как раз топ-тай тюбетей, у остальных папахи. Вот. Женщина примерно с такой же одеждой, да. Это вот неразборная юрта, которая называлась отау, вот эта белая, да, маленькая.
Ее обычно ставили сверху повозки и перевозили. Вот. Другое название акшатыр. То есть это свадебное, такое утилитарное значение имело. Сверху у нее вот этот над шанраком, это называется байрак, вот он байрага, то есть флаг юрты, так скажем. Да, его ставили по празднествам. Еще справа мы видим сундукообразная повозка, называется куйме. Вот у оренбургских татар, которые потомки нагайцев, салтанаульцев, у них есть как бы память об этой повозке куйме. И сама эта куйме, да, она хранится в музее Саратовском. Слева вы видите неразборную юрту. Чем она отличалась? Она сходно с калмыцкой построю, то есть они имели ровные оки, это потолочные жерди. Если, например, башкирские, казахские, они имеют выгнутые оки, да, высокий купольного типа, то наши вот такой, это считается, что более ранний, да, более такой с половецким этапом связанный момент. Следующий можно? Здесь вы видите ставропольских нагайцев и десантцев. Здесь видно, что все как один, да, примерно одинаково одевались. Вот, тоже с бушлаками, с попахами. Может, следующий слайд. Это вот пятигорские нагайцы, бештаугорские нагайцы. Мурза Идиков фамилия, в честь Идыге. Идукаем родом есть эпос Идыге. Вот у нагайцев фамилия Идыгов. И у адыгов тоже, кстати. То, что там сословия, высшие сословия, они породнились между собой. Может, следующий слайд. Здесь это нагайцы Аксаевские, Костековские, аул Мужукай, это в Дагестане проживающие. Можно следующий слайд? Здесь это женский костюм, это княжна Мария Уракова, Марьям Уракова. Тоже, как вы видите, да, это костюме, длинный вот такой хаптал. Тоже был, на самом деле, половецкий такой, как бы, да, костюм, на самом деле, женский и мужской, он сходный был, притальный кафтан, длинный, да, расклешенный снизу, для мужской фигуры такой, да, как бы, с талией пониже, а женский, наоборот, повыше. Следующий можно смотреть. Здесь это Мурза Ураков, Карасай Ураков. Вот я пел уже, сейчас опять спою. Именно отрывок про Урак. Урак и Мамай есть такой эпос нагайский. И там есть такой отрывок замечательный, да, который как раз демонстрирует широту размаха истории нагайского народа и родственной связи. Ороптан шығып черкеслермен ойнаған, оралды өтіп башкирлермен яйлаган, оюлы есіп көп ашқан, ойсызлардың тақтан түсірген, он ханилерді қара кидірген, Орак Батыр сен бедің ау. Выйди Сурупа, это гора Уруп, Карачаево-Черкесия, с черкесами танцевавшие, перевалив через Урал, с башкирами кочевавшие, двери узорчатые много раз отворившие, бестолковых с трона снимавшие, 10 ханш в черные облачившие, Урак Батыр, не ты ли это? Это вот Мурза Урак. Вот. Это потомок. Следующий слайд. Здесь это вот как раз нагайцы, сейчас ныне проживающие в Дагестане, этническая группа кара-нагайцы. Так вот женщины одевались, поверх шапок обычно вот этих бобров одевали, как я сказал, тастан. Вот это как раз это такой вот тип юрты нам свойственный. Не такой он, да, как у казаха или у башкир, он меньше был. Даже чем у калмыков меньше. Следующий слайд. Это вот одеяние нагайского мурзы, князя. Там написано князь нагайских татар. Сзади видно, справа как раз вот эту неразборную юрту, вот там повозку куйме. Слева вы видите, да, как раз в башлыке, в бурке, бурка по-нагайски ямуша называется. Это воины, да. Ну, в отдалении горы, я так думаю, скорее всего, это опять-таки Пятигорье, да, это исторические места. Даже в башкирских шежире упоминается то, что когда-то ногаи пришли с Кубани, а потом бесчисленные ногаи вернулись на Кубань, это шежире племени Юрматы. То есть, опять-таки, башкиры для нас нашу историю сохранили. То, что мы когда-то обитали там, да, до междуречия Волги и Урала, до Ногайской Орды. Потом пришли и обратно вернулись благополучно туда, откуда и пришли. Следующий слайд. Ну, благодарю за внимание. Моя презентация закончилась.